Все самое важное за эту неделю. Битва за Параськины озера, общественное слушание с общественным противостоянием. Проверка местности. В Сосногорске несколько дней ищут пропавшую. Неутешительные цифры. Рождаемость падает, смертность растет. Теперь все в масках. Рейды показывают, что горожане стали сознательней. И для стариков, и для особенных детей в Ухте помогают опекунам социально незащищенных. Подробности прямо сейчас. В администрации Ухты прошли общественное обсуждение проекта организации федерального природного заказника Параськины озера. Казалось бы, дело необходимое, уникальность места сложно оценить. Это не только природный памятник с озерами карстового происхождения, но и место, связанное с историей Ухты, зарождавшееся как центр Ухт-Пичлага. Только вот обсуждения проекта с самого начала не заладились. Местных жителей, непосредственно связанных с Параськиными озерами, не хотели пускать в администрацию. Дескать, пандемия и места в зале нет. На входе в здание едва не возникла стихийная акция протеста. Мы, допустим, против, чтобы они делали закрытую территорию. Да, и уже и так перекрыли все дороги через газопровод. Все перекопано. Мы не можем не проехать ни за грибами, ни за ягодами, ни на рыбалку, ни на охоту, никуда. Нам препятствуют в прямом смысле слова проезда через эту территорию. А сейчас они хотят еще под себя взять кусок земли, чтобы у них, извините, там, где стоит дом обходчика, у них был свободный доступ ко всему, кроме гаража. Продолжался конфликт около получаса, пока его не решил руководитель администрации, пропустив страждущих в зал. Проект, презентованный на заседании, включал в себя территориальное обозначение заказника, его уникальность и значимость. Ни для кого не секрет, в последние десятилетия живописное место стало излюбленным у желающих отдохнуть и порыбачить. Но только порядка там, по сути, никакого. Отдыхающие оставляют после себя мусор. Рыбаки нарушают условия ловли. А проектом предусмотрено, что там все же будет организованное туристическое место отдыха. Только на сегодняшний день там сплошные слезы. И это даже не в переносном значении. Эмоции при выступлении едва сдерживает родственница той самой Параськи, Парасковьи Кирилловны Михайловой, в честь которой и были названы эти самые озера. К опорному пункту, я не знаю, кто там, это же надо же экскаватор гнать. То в одну сторону, то в другую, чтобы рыть по 5 метров глубиной вот эти вот перерывать дороги. Вот. Это для чего? Это для народа, это для людей. Значит, они люди, человеки в этом, чтобы их там не беспокоили, понимаете ли. Это шлагбаум долбанный. Я знаю, что нефтепровод «Сияние Севера». Вот. Нефтепровод «Сияние Севера» с 1972 года ни разу не взорвался там, ничего. Столько рыбаков, охотников было, всегда ездили на мотоциклах. И больше, чем сейчас. Вот. Тобось их кормило в 90-е годы. Людям жрать нечего было. А Тобоси Параська кормили. Ой, не могу, мне это... Я против этих канав. Это самоуправство. Больше ничего не могу сказать. Опорный пункт, о котором говорит местная жительница, принадлежит газовикам. В обсуждении проекта, к слову, активно участвует гендиректор «Газпром-Трансгаз Ухта» Александр Гайворонский, предприятие которого ведет деятельность на прилегающей территории. Там проходит нитка газопровода. Газовики инициировали установку 2 шлагбаумов на территории Параськиных озер. Из-за этого, к слову, и возникает весь конфликт с местными. Они видят в организации заказника газовый след. На что Гайворонский резонно замечает: люди ведут себя там не по-хозяйски. Сети, электроудочки, постоянный мусор. Значит, ввиду того, что это все происходило, мы тогда разговаривали с охотоведами, значит, что дичи там практически уже не было в 2015 году. Практически не было, вы это подтвердите, ее было очень мало. Мы тогда приняли это решение, что нужно как-то ограничивать. Я узнал эту историю, что, оказывается, там с территории, с 89-го года еще было, скажем так, да, было это решение, но так оно и в 2015 году оно не реализовалось. И вот это все сопоставляя, да, мы предприняли такие превентивные меры. Еще раз говорю, с охотоведами это было
согласованная история. О пользе заказника говорит и представитель Республиканского центра обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования. Территорию нужно восстанавливать. Летом там проводились исследования. Комиссия работала при поддержке «Газпромтрансгаз Ухта». Эта работа требовала финансирования соответствующего. Эти работы проводились достаточно, они проводились качественно, они проводились достаточно длительный период. И на момент сентября месяца было готово большое комплексное экологическое обследование. В результате этого обследования были установлены наличие на этой территории большого количества краснокнижных видов. Чтобы вы понимали, для того, чтобы единственно на сегодняшний день гарантированным и хорошим способом защиты краснокнижных видов, это основная задача сохранения биологического разнообразия, это создание на этой территории особо охраняемой природной территории. При создании заказника будет разрешен сбор дикоросов, любительская рыбалка, охота. По реке Тобысь можно будет передвигаться на лодке в любое время. Возможно, передвижение запретят только во время нереста. В течение 2 суток после обсуждения предложения по проекту можно присылать в управление ЖКХ. Сам же проект будут принимать в Москве, так как значение заказника федеральное. Руководить им будет дирекция Печора-Илычского заповедника. Только на вопрос, кто станет реальным хозяином этих мест, ответит только время. В Сосногорске ищут пропавшую женщину. Согласно ориентировке, Ульяна Помыткина ушла с работы в районе насосной станции СГПЗ днем 21 ноября. До сегодняшнего момента о ее местонахождении ничего не известно. Совместно с сотрудниками полиции Сосногорска поисками 36-летней местной жительницы занимаются и волонтеры из общественной организации «Ухта Спас». Наша задача на сегодня – это прочес местности от рабочего места до место проживания, то есть осмотр полностью территории на предмет нахождения вещей, либо самого пострадавшего человека. Поиски пропавшей женщины начались 25 ноября, после того, как муж Ульяны Помыткиной заявил, что супруга не вернулась домой. Уже несколько дней поисковые группы прочесывают местность, ЖД-пути, заброшенное строение, обочины дорог. По этой дороге очень много ходит народу после смены. Единственное, что там дофига развилок получается. Мы уже оттуда же вышли. Нет, вы прошли вот там, с той стороны, да? А вот еще вот там развилка. И в гараже идет, но в гараже там гараже тоже. Туда дальше. Вот, да. На выезд. А здесь самое интересное, если вы смотреться, вот видишь, стоит там. И там кружечки стоят, там это самое, постелька есть, все это самое. Место для отдыха. Да. Также волонтеры расклеивают и ориентировки с фотографией пропавшей женщины. На вид ей 35-40 лет, худощавого телосложения, светло-русые волосы. Была одета в пальто черного цвета в зеленую крапинку с меховым воротником черного цвета, темные сапоги, темные брюки или джинсы, светло-розовая шапка. Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просим позвонить вам по телефонам, указанным на экране. Комистат в конце ноября опубликовал материал, согласно которым в Республике Коми за текущий год зафиксирована естественная убыль. Превышение числа умерших над числом родившихся составили 1741 человек. Показатель по сравнению с предыдущим годом вырос на 17%. Неутешительная тенденция в этот непростой год наблюдается также в Ухте и Сосногорске. Об этом сообщает межтерриториальный отдел ЗАГС городов. 10 месяцев это составляет цифра по рождаемости 949 актовых записей составлено. В сравнении с прошлым годом это у нас 989. То есть на 50 актовых записей у нас сократилась рождаемость. Что говорить о смертности, то смерть, конечно, превышает у нас рождаемость. За 10 месяцев этого года у нас зарегистрировано 1306 актовых записей. В сравнении с прошлым годом это 1154 актовых записей. Смертность в 2 муниципалитетах превышает рождаемость на 350 актовых записей. И эта тенденция сохраняется не один год подряд. По опыту местного ЗАГСа скачок смертности происходит в январе во время длительных новогодних праздников. Свою лепту в эту негативную статистику вносит и тот факт, что Ухта – вахтовый город.
Смерть же на сегодняшний день можно зарегистрировать не только по месту жительства гражданина, да, но и по месту наступления смерти, и по месту выдачи медицинского свидетельства. Поэтому людям, родственникам, когда наступает это печальное событие, удобно, конечно, обратиться в тот отдел ЗАГС, где непосредственно зарегистрирован каким-то медицинским учреждением этот факт смерти. Рост этих неприятных цифр, скорее всего, стимулирован и пандемией коронавируса. По последним данным, в Ухте скончались 37 человек, у которых был выявлен COVID-19. В целом же на естественную убыль влияет и тот факт, что в Ухте, как и во всем регионе, фиксируется постоянный миграционный отток. А так как уезжает и молодое население, то рождаемость падает. К примеру, в 2016 году регистрация 1000-го новорожденного приходилась на начало сентября. В 2020-м, к концу ноября, эта цифра так и не преодолена. Очередной рейд по соблюдению масочного режима на ухтинском автотранспорте прошел сегодня, 24 ноября. В состав проверяющей группы вошел представитель по делам ГО и ЧС, а также сотрудники ГИБДД и инспекторы пожарного надзора. Последние, как оказалось, были призваны к рейдам для того, чтобы заполнять протоколы с марта 2020 года. Законодательством у нас сейчас закреплено статьей 20.6.1 КоАПа, что мы можем составлять протокол об административном правонарушении ввиду установки на территории и введения особого чрезвычайного режима. Сотрудники отдела надзорной деятельности уполномочены на составление данных протоколов, в связи с чем нас и привлекают на такие профилактические рейды. Инспекторы отмечают, тенденция за последние полгода пандемии, что называется, налицо. Видимо, горожан пугает или реальная возможность схлопотать штраф, или вовсе запрет ехать в маршрутке. Но, возможно, ключевую роль тут все же играют цифры статистики, совсем неутешительной для Ухты. Только за 23 ноября в муниципалитете было выявлено более 100 случаев заболевания COVID-19. Видимо, осознание того, что твое здоровье нужно только тебе, и система здравоохранения трещит по швам, все же одела прекрасные лица ухтинских пассажиров в маске. Подтверждают и водители. В начале пандемии с этим были проблемы. А вот теперь никаких. Да и у работников автотранспортного предприятия на всякий случай с собой есть упаковка средств индивидуальной защиты. Мы выдаем, у нас маски есть, выдаем. А примерно вот сколько в день раздаете масок? Не было. Последний вот месяц, дней 20, грубо говоря. Все с масками, все нормально, все хорошо. Но, несмотря на такую положительную тенденцию, с начала рейдов, которые, к слову, проходят теперь на постоянной основе, на ухтинцев за нарушение масочного режима оформили 385 протоколов об административной ответственности. Минимальная мера наказания за этот проступок – порицание суда. Так было с первыми 7 протоколами нарушителей режима повышенной готовности. Максимум по статье 20.6.1 Кодекса об административных нарушениях для физического лица – 30 000 рублей. В Ухте на базе Центра соцзащиты уже более года существует школа ухода за пожилыми и инвалидами. Специальный проект помогает людям, осуществляющим уход за данной категорией, в первую очередь с практической стороны. Например, учат особенностям гигиены лежачих больных, правилам передвижения людей с ограниченной способностью передвигаться, кормлению и питанию. Также проводится и профилактика стрессовых состояний, ведь уход за больным человеком довольно сложная работа. Проводят занятия медики. Правда, и в эту область свои коррективы внесла пандемия коронавируса. В настоящее время мы предлагаем жителям города индивидуальное консультирование и помощь в уходе. А предыдущие занятия мы проводили с населением, которое осуществляет уход за тяжело больными родственниками. Но есть еще одна группа, которая также очень нуждается в помощи и поддержке. Это родители детей с особенностями развития. Поэтому в Ухте к открытию готовится еще одна школа ухода для родственников, добровольцев и опекунов детей-инвалидов. Основой работы этого проекта стало 3 направления. Первая программа – это программа для родителей, она называется «Навстречу друг другу». Это проведение тренингов для родителей с целью профилактики эмоционального выгорания родителей.
Вторая программа – это развивающий уход за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития. И третья программа – это программа, называется «Логопед родителю». Создание такой школы обусловлено неутешающей статистикой. На сегодняшний день в муниципальном образовании на учете стоит более 350 детей с инвалидностью. Узнать всю информацию о школе для родственников таких детей, записаться на занятия можно по телефонам 72 39 04, 76 58 42. Вопросы по школе ухода за пожилыми и инвалидами можно задать по номеру 74 32 07.